Каждый житель республики мог задать вопрос временно исполняющему обязанности главы Республики Тыва на прямой разговор по разным каналам социальных сетей, через горячую линию или специальный сайт. В общей сложности с 5 по 15 августа было задано 1208 вопросов. Один из них, который прозвучал в эфире, был от матери двоих детей Надежды Доржо. Владислав Тавричевич, среди сотен вопросов, поступивших в течение 10 дней, наши коллеги из ЦУРа выбрали для вас следующее обращение. Позвольте, я зачитаю. Вопрос от казалчанки Доржо Надежды Павловны. Она пишет. Здравствуйте, уважаемый Владислав Тавричевич. У меня есть сын, и в декабре ему исполнится 6 лет. Так и не получили садик. Общая очередь составляла около 8000 детей. Мы встали в очередь, когда ему было 8 месяцев, и спустя 5 лет мы оказались только на 151 месте. Звонили в департамент по образованию. Специалисты только глубоко вздыхают и говорят, что мест на детей 5-6 лет очень мало. А в следующем году мы уже пойдем в школу. Мой ребенок хотя бы 1 год походил бы в садик. Как быть, куда обращаться? Как рассказывает Надежда Павловна, ее старший сын уже посещает школу, а вот для младшего постоянно приходится искать няню. Надежда Доржо переживает за социальную адаптацию ребенка, ведь через год ему уже идти в школу, а общения со сверстниками недостаточно. То, что на ее вопрос отреагирует в Рио главы, не ожидала и была приятно удивлена. Я очень благодарна Владиславу Тавричевичу, что мой вопрос из 1200 вопросов ответил на мой вопрос. Владислав Хаулых при ответе на вопрос казалчанки отметил, что к положительному моменту хорошей рождаемости в Туве добавляется проблема – это перегруженность школ и детсадов в Туве. В связи с многочисленными обращениями родителей детей с 5 до 7 лет предшкольного возраста в Рио главы Тувы распорядился изыскать возможность обустроить таких малышей в детские сады. Здесь я тоже в целом посмотрю в городе, да, в очереди, сколько таких детей, чтобы мэрия города и, соответственно, департамент принял соответствующее решение о том, что эти дети пошли все-таки в садик. Все вопросы, которые поступили на прямой разговор 15 августа, а их более 1000, будут систематизированы специалистами министерств и ведомств. Ответы на вопросы жителей Тувы обязательно будут искать. Власть обязана решать проблемы людей, считает Владислав Хаулых, и формат прямого разговора с властью будет продолжен. Алтын Казбуян, Владимир Сюртук, Тува, 24.